у вас не таксист, чтобы вы не смотрели конкретно. Да, можно. А я почему себя не вижу? 30 секунд. Да, это из-за этого. Здравствуйте, уважаемые слушатели, участники нашего вебинара. Мы вас приветствуем. Сразу хочу оговориться о том, что трансляция проходит с задержкой 30 секунд, поэтому если у вас будут вопросы, вы обязательно их пишите, и мы будем находить совместные ответы и обязательно поможем вам в них. Итак, прежде чем перейти к содержанию нашего конкурса и организации его, и различных вопросов по его оформлению, хотим поздравить всех нас с тем, что наконец-то в Республике Коми впервые этот конкурс начинает свою жизнь. К нам поступало несколько вопросов о том, будут ли подобные конкурсы в последующем. Мы очень надеемся, что они будут, потому что эта почва требует, безусловно, все большего и большего исследования, и работа, которая проводится, она действительно очень важна и вместе с тем очень сложна. Поэтому для выявления замечательных практик, опыта работы, который направлен на положительные результаты ради наших детей, у которых есть действительно большой спектр тех волнующих проблем, для решения их наша деятельность будет, надеюсь, создаваться и развиваться. Итак, приступим непосредственно к самому рассмотрению нашего положения и тех моментов, которые, возможно, не были в нем освещены. Прежде всего, нам хотелось бы сказать о сроках. По срокам, как нам известно, до 20 числа, до 20 декабря проводится этот конкурс. Но самое главное, что прием документов и конкурсных работ до 10 числа. И, возможно, нас слушают руководители организаций. И вы видели, что в приказе министерства указано, что необходимо проводить работу с педагогами. До 10 декабря конкурсные работы должны быть обязательно представлены. Следующее, что хотелось бы сказать. К 25 декабря все работы будут у нас уже обработаны нами. И в этот 25 декабря институт предоставляет результаты нашей аналитики по результатам работы экспертной комиссии 25 декабря. Сама экспертная комиссия будет заседать, предварительно мы назначили дату, это 22 декабря. По результатам заседания мы предоставляем информацию в Министерство образования, и после этого уже будут опубликованы наши результаты данной экспертной комиссии и будут опубликованы победители. По срокам, наверное, здесь, если будут вопросы, вы еще задавайте. Надеюсь, что, в принципе, по срокам уже все нам понятно. По самому материалу, который будет предоставляться, а именно по сопроводительным документам конкурсной работы. Прежде всего, обратите внимание на титульный лист, там обязательно должна быть фотография конкурсанта. Кроме того, к сопроводительным документам относится еще и представление на участника, да, от образовательной организации, которая принимает участие в конкурсе. Это представление содержит в себе... Это представление может быть оформлено и на нескольких участников, которые изъявили желание участвовать. То есть, но в каждой работе должен быть представлено свое представление. Да? То есть, если в одной организации несколько педагогов участвуют в нашем конкурсе, но в каждой конкурсной работе должно быть это представление обязательно быть. По визитной карточке, непосредственно переходим к самим конкурсным работам. По визитной карточке. Визитная карточка представляет собой набор тех характеристик, которые помогут нашей экспертной комиссии определить то, чем непосредственно, можно сказать, дышит, да, наш педагог. Безусловно, здесь могут быть и продублирована та информация и по стажу, и по квалификации. Хотя эта информация, как вы знаете, должна быть в анкете. Но вместе с тем, в визитной карточке мы бы хотели увидеть
допустим, если можно это сформулировать так, что действительно это будет или ваша жизненная позиция, ваш девиз, да, который может дать понять экспертной комиссии то направление, которым вам действительно близко. Кроме того, в визитной карточке мы бы хотели увидеть ваши интересы, да, как именно ваши интересы, возможно, помогают в вашей профессиональной деятельности. Если это хобби, то, возможно, вы каким-то образом привлекаете своих подопечных, да, подобным интересам, если так сформулировать. Так, по визитной карточке еще вот какое хотелось бы нам уточнение дать. Вы знаете, что федеральный закон об образовании предусматривает одну из новых норм – это государственно-общественный характер управления в образовательной организации. И мы здесь, конечно, не требуем от вас ничего сверхъестественного. Возможно, в визитной карточке вы сможете указать, как вы взаимодействуете с советами, которые существуют в вашей образовательной организации. Возможно, это какой-то попечительский совет, возможно, это родительский комитет. Поэтому в визитной карточке вы также сможете описать вашу деятельность, каким образом происходит это взаимодействие. А взаимодействие, безусловно, нам необходимо для чего? Для решения наших поставленных перед нами задач. Возможно, у вас существует в образовательной организации уклад, да, определенный уклад или системная какая-то работа, тоже в которой вы непосредственно принимаете участие. Возможно, это сможете вы отразить в вашей визитной карточке. По визитной карточке, наверное, здесь, если тоже у вас будут вопросы, пожалуйста, тоже их сформулируйте, мы будем ждать. Поэтому я перехожу к следующему пункту. Это по анализу результатов педагогической деятельности за 3 года. Вот поступали вопросы, как именно это необходимо оформлять. Необходимо это выглядеть это может и в графиках, да, графики могут быть различными, и секторные, и столбчатые, графики, которые позволят увидеть динамику по каждому ребенку. Конечно же, мы не можем анализировать и проводить сравнение с другими детьми, да, то есть мы ориентируемся на нашего ребенка, и по графику экспертная комиссия может увидеть, какое развитие произошло, да, какие положительные результаты были достигнуты. И вот эта динамика относительно самого ребенка должна быть показана. Должны быть отражены также качество успеваемости, уровни познавательной деятельности. Что еще? Но вместе с тем, конечно же, оформляется это в виде аналитики. Да? Подробная аналитика, возможно, у вас будут какие-то, так скажем, доказательственная, да, база этой аналитики. В нее могут входить действительно и приказы, возможно, о каких-то достижениях. Возможно и такое. Обоснование, безусловно, необходимо. И, конечно, вот, знаете, уважаемые слушатели, все наши требования, которые вы видите, так или иначе, возможно, вы обратили внимание, они пересекаются и с аттестационными требованиями. Поэтому, возможно, те требования, которые вы видите, уже и не впервые для вас. Поэтому по 3-му разделу «Методическая разработка конспекта урока». Здесь также, конечно же, возможно и представление и видео, да, материалов. И это могут быть и фотоотчеты. Но нам необходимо видеть на примере урока, что, например, поставлена какая-то идея, да, есть цель. И по результатам прошедшей деятельности на уроке достигнуты те задачи, которые были поставлены на этом уроке. Так. Ну и по педагогической находке еще у нас был вопрос. К следующему пункту, вот 4.1, публикационная активность.
как именно публикация на муниципальном уровне должна быть, например, представлена. Здесь мы имели в виду возможность публикации статьи в газете, или это будет решение педсовета, или это будут какие-то материалы, которые размещены в рамках самой образовательной организации. Если, допустим, у вас есть публикации на педагогических сайтах, да, их сейчас очень много, и вот эти педагогические сайты, размещение на них, конечно же, помогут нам увидеть ту работу, которая также была проведена. Вернувшись еще к третьему пункту, я хотела обратить внимание и вспомнила, что у нас был вопрос по созданию комфортных психологических условий. Как это необходимо отразить? Здесь действительно может быть видео, да, это будет, может быть, даже видеонарезка, не обязательно целый урок. То есть нужен такой фрагмент, который бы показал о том, что психологический комфорт достигнут, да, что ребенок чувствует себя соответственно тем требованиям, которые необходимы для достижения положительных результатов для наших детей. Анализируем ли только один класс? Вопрос. Можно динамику показать в одном классе? Да, конечно. Да. Следующий вопрос. Вот, сейчас, секундочку. Вот интересный вопрос. Начался ли у нас вебинар? Вот, пожалуйста, дайте сообщение, уважаемые слушатели. То, что сейчас вы прослушали, это было? Вы слышали нас? Да, мы видим сообщение. Но коллеги пишут, что очень плохой звук. Да, у нас будет видеозапись, и если кто-то не успел прослушать, вы обязательно сможете это увидеть еще раз. Вот поступил вопрос. Прикладывать в приложении сертификаты, свидетельства или дать ссылку на ресурс? Мы, конечно же, хотели бы, нам было бы гораздо экспертной комиссии удобнее, если бы сертификаты были приложены, но чтобы мы лишний раз не ходили на ссылки. Да? Лучше прикладывайте документы. То, что опубликовано на сайтах, мы преподносим в письменном виде. Вот опять же, да, этот же вопрос. Если у вас есть возможность, лучше, если вы их опубликуете в письменном виде, да, чтобы мы лишний раз не заходили. Да, сделать соответствующую подборку. Не то, что мы это видео не будем пересылать на YouTube, по этой же ссылке вы входите на поисковую линию в интернете, поисковое окошко, и у вас будет открываться. Да, еще, знаете, к нам поступали вот еще какие вопросы относительно того, каким образом должны материалы быть отправлены. Очень часто возникает такая проблема, если материалы представлены нам в архивном виде, раскрывая этот архивный файл, мы теряем часть информации. Приходится опять обращаться к конкурсанту. А если сроки прошли, то получается у нас, ну, можно сказать, горит, да, наша ситуация. Мы вас просим, если у вас большие материалы, отправьте в нескольких письмах. И в этом письме, которое будет отправлено первое, второе, третье, в каждом письме укажите, что это письмо не одно, было еще одно письмо с материалами по моей же конкурсной работе. Давайте так, потому что архивные материалы, они действительно могут потеряться. Не раскрыться. Да. Еще был вопрос по выбору номинации.
Выбор номинации, конечно, происходит по вашему желанию. То, где педагог чувствует себя наиболее в успешном положении, то действительно номинацию и следует выбирать. То есть, если, например, вы учитель начальных классов, да, но у вас и есть образование, да, по, допустим, по работе, по специализированной работе, да, по дефектам, то, возможно, будет лучше, если вы выберете номинацию специалист, да, лучший специалист. Ну, то есть на ваше усмотрение. Как оформлять анализ своей деятельности молодому специалисту, проработавшему 1 год? Но у нас от 3 лет. Нет, нам молодой специалист покажет динамику. Да, динамику за этот год, получается, будет оформлена. Да. Получается, если у вас работа за 1 год, то за 1 год вы материалы и представляете. Как можно шире описываете их. Вот есть вопрос олимпиады по предметам вносить. Если у вас есть результаты по олимпиадам, конечно, вносить, безусловно. Другой вопрос, если вообще не участвуют дети в олимпиаде, то тут предоставлять нечего. А если они есть, конечно же, нужно предоставлять. Опять, как оформлять приложение, сертификаты, грамоты. Если это будет представлено в виде самих приложений, будет лучше, не надо ссылок. Может, тогда не архивом, а через облако? В облаке такая же ситуация, как и с архивом. В облаке такая же ситуация, как и с архивом. И самое еще главное, вот на что обратить внимание. Когда вы отправляете вордовские документы, у всех разные сейчас компьютеры стоят. Может, у кого-то есть последние версии. Мы вас просим сохранять в формате Word 97-2003. То есть, когда вы сохраняете свой документ, сохранить как? У вас высвечивается внизу такая кнопочка «Формат файла». Выберите формат 97-2003. Это формат, который читается на всех компьютерах. Потому что вот последняя конкурсная работа пришла, и мы даже не можем ее открыть и посмотреть. Нам придется, наверное, смотреть по заявкам, кто это был. Наконец, можно сказать, про предправку. Вот я вижу, что новых вопросов не поступает. Конечно, если результаты представлены в олимпиадах, если вы участвовали в олимпиадах всероссийского уровня, то это будет засчитываться как всероссийский уровень участия детей. Да. Замечательно, что у вас есть такие результаты. Да, правильно вы понимаете, если у вас есть снятый урок, и в нем есть самые яркие моменты, которые подходят под наши пункты, да, под наши критерии, будет лучше, если это будет нарезка. Все-таки именно видео может отразить комфортное, да, положение ребенка, нежели фото. Ну, хотя и фото, конечно, действительно тоже можно приложить. Но лучше будет, если это будет видео. Ну вот пока вопросов не поступает,
каком формате показать визитную карточку, презентация или письменно? Конечно, это должна быть письменный формат, да, вордовский документ, повторюсь, формата 97-2003. Если у вас есть презентация, приложите ее к письменной вашему представлению. Могу ли я представить анализ результатов за 3 года в классе со сложной структурой дефекта по своим разработанным критериям по каждому предмету, если по оценкам невозможно отследить динамику? Если, понимаете, у нас есть критерии по нашему положению, и нам нужно, чтобы информация, которую вы предоставляете по анализу работы, да, и даже если это 3 года, постарайтесь их обработать и адаптировать к критериям, которые разработаны нашими экспертами, потому что им будет сложно в большом количестве работ изыскивать вот эти разработанные ваши критерии и понимать их обоснование, да? Адаптируйте, пожалуйста, к критериям, которые вы видите в нашем положении. У нас все участвуют по одним критериям, поэтому нам необходимо, чтобы не было каких-то перекосов, да, в этом понимании. Да. Правильно ли мы понимаем, что визитка – это творчество учителя, и может быть видео или текст? Если это видео, то текст тоже прикладывайте. Текст в любом случае прикладывайте. То есть одно из самых главных требований визитной карточки – это текст. Текст с содержанием тех моментов, которых вот мы сказали выше, в самом начале. Прослушайте, если вы поздно подключились. Если у вас будет видео, это тоже приветствуется. Вы знаете, вот сейчас нам очень интересно на педпроектах, да, лучший педпроект, может быть, действительно предложить какое-то видео, да, если вы можете снять его о себе, тоже будет интересно, но аннотацию все-таки в письменном виде все равно должна быть. Критерии у нас, вопрос, будут ли представлены критерии? Уважаемые коллеги, критерии все выработаны, критерии есть в приложении к нашему положению, пункт 1.7, если я не ошибаюсь, а если я ошибаюсь, вот даже могу посмотреть. Все критерии выработаны, пожалуйста, внимательно с ними ознакомьтесь. Пункт 1.7, приложение 1.7. Критерии, показатели оценивания конкурсных педагогических материалов. Критерии оценивания мы не увидели в приложении. Сегодня мы посмотрим, еще раз удостоверимся, но вот перед тем, как выйти в вебинар, мы посмотрели наши ссылки на нашем сайте, у нас все материалы вывешены. Пожалуйста, обратите внимание. Критерии оценивания не в приложении к письмам, а критерии оценивания находятся в положении. Ознакомьтесь, пожалуйста. Что считаем? Уважаемые коллеги, вот время у нас остается 5 минут до конца нашего вебинара. Если у вас будут вопросы, еще сейчас напишите их. Вопрос. У всех логопедов, дефектологов различные критерии оценки деятельности учеников.
нас выработаны критерии универсальные по самой конкурсной работе. Пусть представляют динамику в своих критериях. Если у вас есть динамика, которую вы можете по своим критериям представить, пожалуйста, представляйте. Вот очень странный вопрос. Где можно взять полное положение? У нас нет пункта 6.3. Меня удивляет этот вопрос, знаете почему? Потому что пункта 6.3 в принципе нет в нашем положении. Давайте вот еще раз после окончания вебинара я тоже посмотрю по ссылке, но это приложение должно быть, оно есть там. Пожалуйста, обратите внимание на положение, почитайте его внимательно. По критериям оценки, я надеюсь, понятно, да, вот возвращаясь к предыдущему вопросу. Можно ли все материалы по конкурсу представить за предыдущие 3 года, а урок показать на нынешнем 1 классе? Да, конечно, если у вас есть опыт, наработанный за 3 года, но этот опыт вы хотите реализовать на одном уроке показать, конечно же, возможно. Анализ может содержать сформированность предметных знаний, конечно. Особенно для начальных классов, два разных предмета. Подскажите, пожалуйста, надо или нет печать критерий оценивания и оценивать себя по данным критериям? Уточните, пожалуйста, вопрос. Надо ли или нет печать критерий оценивания или оценивать себя по данным критериям? Если критерии аттестационных материалов, то по ним пусть оценивают себя. Но критерии оценивания есть в аттестационных, да, требованиях. По ним вы имеете в виду оценивать себя? Можете оценивать по ним. Уважаемые коллеги, у нас вот идет задержка в 30 секунд. Я хочу сказать, что скоро у нас вебинар закончится, потому что у института будет проводиться следующий вебинар. Я знаю, что в 14:30 тоже начинается. Надо или нет печатать критерии оценивания? Вы знаете, работу оформляйте по тем критериям, которые у нас есть в приложении к положению. Ничего лишнего не нужно представлять. Если вы хотите с чем-то это связать, какое-то обоснование, и это привести в качестве обоснования ваши критерии оценивания, пожалуйста. Но ничего нового придумывать не надо. К кому можно обратиться по положению? Мы скачали с сайта неполное. Давайте так, после трансляции, вот я вижу Екатерина В. Позвоните нам, и мы еще раз вас проконсультируем. Может быть, действительно у вас какие-то технические проблемы были. И мы еще раз тогда это положение пришлем, если надо будет. Если есть такая необходимость, мы еще раз разошлем и по школам. Да. То есть техническая возможность такая есть. Ну хорошо, уважаемые коллеги, вот я вижу уже
благодарственные, да, обращения за вебинар. Мы вас благодарим за то, что вы приняли участие в нем. Вы знаете, из-за желания с вами поговорить, я даже забыла представиться в самом начале. Михайлова Екатерина Михайловна, методист Центра сопровождения специального инклюзивного образования и комплексной безопасности детей КРИРО. И очень надеемся на совместную дальнейшую работу с вами. Теперь вы знаете в лицо, да, методиста. Пожалуйста, звоните, в информационных письмах и на нашем сайте есть все необходимые телефоны. И вся помощь, которая вам нужна, мы, конечно же, постараемся ее оказать для того, чтобы достигнуть положительных результатов на нашем конкурсе. Мы всем желаем успехов. Мы очень надеемся, что наш конкурс будет поддерживаться, и он на следующий год тоже будет проводиться, и это будет хорошая традиция для Института развития образования. До свидания. Вот последний вопрос вижу. Грамоты и дипломы прикладывать отдельно. Прикладывайте к конкурсной работе, да. Ну ладно, вы знаете, я боюсь, что сейчас у нас еще возникнут вопросы, а время уже у нас выходит за рамки. Вы, пожалуйста, обращайтесь к нам, у нас есть в письме и наша электронная почта. Если вы чего-то не услышали, прослушайте еще раз вебинар, а если будет необходимость такая, обязательно пишите нам, и мы обязательно ответим на ваши вопросы. Или звоните по телефону. Ну все, я выхожу. Дмитриевна, я про... Все, выключили телефон. Да, Выключили. вроде бы, да. Но вот не реагирует. Так, ну это что-то уже... Это я в записи. Да. А, уже вы в записи идете. Ну, хорошо. Теперь можно, чтобы подходила вот Карманова, говорит, из Ускулова перезвонили, что ему плохо слышно. Ну, пусть вот смотрят видеозаписи. Получается, что Ну, все. Да. Боевое крещение пройдено. Хорошо. Я знаю, может быть, немножко не уверенно было.